Бесперебойное обеспечение жизненно важных ресурсов особенно необходимо в праздничные дни. Специалисты оперативного штаба при правительстве региона работали в усиленном режиме, обеспечивая круглосуточное реагирование на все обращения. На горячую линию с 29 декабря по 8 января поступило более 150 звонков. Из них, значит, по электроэнергии слабое напряжение или полное отсутствие было у нас 93 обращения. В основном это, как я сказал, слабое напряжение или частичное аварийное отключение. В основном это был Назрань, Назрановский район, Сунжа, Сунжинский район. Больше всего поступило звонков от жителей Карабулака, более 50 обращений с жалобами на полное отсутствие воды. А все из-за аварии на магистральном водопроводе, который проходит через город с Сунжи до Малгобека. Он изношен на 100%. У нас как бы сейчас последняя точка Карабулак, где вода снабжается Сунжинского ГНС. Ветхое состояние трубопровода, он большого диаметра. Там для того, чтобы ликвидировать аварии, необходимо отключать давление, отключать воду, чтобы труба полностью опустошилась. После этого только приступаем к сварочным работам. Могу сказать, более 20 порывов аварий, инцидентов на этой трубе за эти дни были там. Практически все аварийные бригады, там один порыв был такой серьезный на Назране за эти дни. Остальные дни практически все аварийные бригады по единого оператора работали на магистрали. Обращений, связанных с перебоями в газоснабжении, было около 10. Это слабое давление или отсутствие газа в сетях. Это в основном тоже был Карабулак и Плиево. Ну и 2 обращения было по канализационной системе о том, что она была забита, это Назрань. Практически все, кроме где слабое напряжение по электрике, остальные вопросы практически все закрыли, аварийные службы. По напряжению слабое. Почему? Потому что там надо менять, в многих местах есть места, где надо менять трансформаторы на более мощные. То есть эта работа не однодневная работа, это работа, которая программируется, должна работать. Благодаря слаженной работе оперативного штаба и всех задействованных служб возникшие проблемы были устранены в кратчайшие сроки. Это позволило жителям региона встретить Новый год и провести праздничные дни без серьезных происшествий. Как отмечает министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства республики, избежать проблем удалось за счет своевременной работы диспетчерских служб, ремонтных и оперативно-выездных бригад. Амина Зязикова, Мовладгири Ахильгов, Магаз 24.